Василий Гроссман. Жизнь и судьба. Роман. Последнее письмо еврейской матери. Витенька, это письмо нелегко оборвать. Оно мой последний разговор с тобой. И переправив письмо, я окончательно ухожу от тебя. Ты уж никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше самое последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты был моей радостью. По ночам я вспоминала тебя, твою детскую одежду, твои первые книжки, вспоминала твое первое письмо, первый школьный день. Я закрывала глаза, и мне казалось, ты заслонил меня от надвигающегося ужаса, мой друг. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не рядом со мной. Пусть ужасная судьба минит тебя. Витя, я всегда была одинока. Бессонные ночи я плакала от тоски, ведь никто не знал этого. Моим утешением была мысль о том, что я расскажу тебе о своей жизни. Расскажу, почему мы разошлись с твоим папой, почему такие долгие годы я жила одна. Я часто думала, как Витя удивится, узнав, что мама его делала ошибки. Безумствовала, ревновала, что ее ревновали. Была такой, как все молодые, но моя судьба — закончить жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что и я не должна жить вдали от тебя. Слишком я тебя любила. Думала, что любовь дает мне право быть с тобой на старости. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой. Слишком я тебя любила. Хай, Энфин. Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал для тебя ближе матери. Прости меня. С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы, и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания. Как закончить мне это письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе? Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы. Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой. Ее никто не в силах убить. Витенька, вот и последняя строка последнего маминого письма к тебе. Живи, живи, живи вечно, мама.